Сегодня я являюсь аспирантом АУПУКР по теме корпоративного управления, повышения эффективности деятельности организации, и в том числе один из таких кейсов – это палата. Не работает, да? Место палаты, да, то есть во всех странах оно занимает такое усредненное место. Вот сегодня Улухман тоже рассказал про опыт Японии, Турции. И получается, что палата оно является такой объединяющим началом для развития не только бизнеса, но в целом экономики. Поэтому если взять три сектора, с кем должны работать представители торгово-промышленной палаты, это, понятно, правительство, государство, иностранные партнеры, в том числе могут быть потенциальные инвесторы. И третьих это бизнес, отечественный бизнес, отечественные производители, которые работают именно на экспорт. Я вам покажу модель на основе методологии канвы бизнес-модели. Это называется, вот книжка есть такая, «Построение бизнес-модели» Александра Освальдера и Пинье. Всем советую купить, если кто не приобрел, а кто изучил, тот может здесь посмотреть, как оно должно быть. Во многих палатах продвинутых, то есть континентальной формы, там в основном занимаются развитием национальных корпораций. Они работают и через их бизнес-ассоциации, и, соответственно, создают основу, условия для привлечения иностранных партнеров, бизнесменов, то есть ТНК. Что дает вообще в Германии всеобщее представительство интересов бизнеса и за рубежом? Более 110 представительств имеет Германия в 75 странах мира. И вот они представляют их интересы не только внутри страны, но и за рубежом. В Казахстане, например, есть представительство торгово-промышленной палаты Германии. Они занимаются представлением, продвижением интересов немецкого бизнеса в Казахстане. Немаловажную роль они еще занимаются защитой. Это такая зонтичная организация от разного рода посягательств. Ну, там институты уже окрепшие, там с этим проблемы нету. Именно защита частной собственности или капитала, интеллектуальной собственности. Вот. Но это присуще больше нашей среде, нашей реалии. И последнее, конечно, повышает экспортный потенциал. Вот как Улухман вначале сказал, они занимаются именно продвижением, повышением потенциала через обучение. Как вот Саргулов Мурза сказал, они занимаются тоже обучением через свои вузы. То есть есть такие специальности, факультативное образование. Есть у них очень сильная медиаподдержка. Когда я лично был в Германии, президент торгово-промышленной палаты такое же уважаемое лицо, как канцлер Германии. То есть где бы он ни находился бы, он лицо, которое представляет весь бизнес, и с него всегда берут интервью, если он, соответственно, должен быть такой с хорошей репутацией человек, да? Вот. Сейчас они ведут рейтинги качества, выдают, способствуют, выдают именно стандарты качества, есть постоянно действующие эксперты на те или иные товары и продукцию. Ну, конечно, в основном они занимаются, доходная часть состоит из членских взносов. Например, в Германии более 2 миллионов 250 тысяч членов. Представьте себе, 2 миллионов 250 тысяч. Это вот континентальная модель образцовая. В Кыргызстане, по-моему, 1200 максимум членов сегодня, для сравнения. Ну, конечно, там у них есть команда, образованные люди, работают. И, конечно, основная вид деятельности, то, что я выше сказал, это как раз обучение. В нашей практике, конечно, вот мы все время говорим про реформы. Сегодняшняя тема у нас посвящена палате, поэтому сегодня палата, наша палата, никаким критериям и требованиям
не отвечает и не выдерживает в части разработки проектов, нормативно-правовых актов. Даже остаются в задворках, допустим, сегодняшняя наша торгово-промышленная палата никак не может конкурировать с тем же ДИА или НДС. Они более активные в законотворчестве, инициативах продвижения. Ну, здесь я партнеров назвал, партнеры каждой стране по-своему. Я хочу дальше перейти. Именно корпоративное управление является самым важным движущей силой любой такой коллегиальной общественной организации, тем более. В нашем предложении для существующей нашей палаты было бы подходящей моделью, это как раз совет, который будет именно управляющим органом. Они сегодня, этот совет выполняет больше согласительный такой орган, раз в год собирается. Мы предлагаем новую модель, где совет будет раз в месяц заседать и спрашивать от президиума, что сделано по 3 ключевым показателям: производственные, коммерческие, финансовые показатели. И они должны быть опубликованы. Мы предлагаем, чтобы каждое заседание совета шло через стриминг. Вот, стриминг вы знаете, да, в Инстаграме, в Фейсбуке. Вот. И это обязательно, и сегодня это требование времени. И мы предлагаем, где есть совет и президиум, они работают бок о бок, но роль совета должна быть выше. Это стратегическое значение орган, и мы должны сегодня, наше 80% населения выбрало президентскую форму управления, соответственно, мы тоже должны привести соответствие и палату, и я предлагаю, чтобы в Кыргызстане поменяли существующий закон о торгово-промышленной палате и сделали всеобщее представительство, членство всех хозсубъектов, независимо от юридической формы управления или формы, да, и размера. Мы можем сделать для малого бизнеса бесплатное членство, как это в Японии принято, или в Корее, в Сингапуре. Для средних, крупных бизнесов, пожалуйста, пусть будет членство. Это когда вместе будут, это будут ресурсы и больше ответственности, и больше мощи, да, выход на внешние рынки. Для этого какие должны быть люди, какого качества, то есть в совет должны приходить люди. Мы предлагаем следующие критерии. Первая причина, почему у нас все плохо получается, это у нас люди не совсем качественные. Первая задача, мы должны туда приглашать людей с хорошей репутацией, которые никак не замешаны и в каких-то либо коррупционных делах или каких-то либо других мошеннических делах. Второе, должен быть минимум 5-летний управленческий опыт работы, чтобы быть членом совета либо в президиуме. Знание английского должно быть желательным. Мы здесь делаем, то есть плюс 20 очков. Вот Айбек Мырза тоже сказал, что там преобладающая часть кадровой политики в ТОББ, в Турции, это как раз является знание английского языка, потому что весь мир, это язык бизнеса, общается на английском, торгуется на английском. Вчера, когда поехал президент наш в Узбекистан, пресс-релиз уже с аппарата президента Узбекистана написали на английском языке. Наш сосед Узбекистан уже пресс-релизы выдает на английском языке. Возрастной ценз. Это такой переходный период. Я здесь никак не дискриминирую. Мы с юристами тоже обсуждали. Руководители предприятий имеют особое положение. К ним права защиты трудящихся не распространяются Трудового кодекса. Поэтому мы могли бы исходить из таких возрастных цензов. По моему представлению, вот именно президиум должны быть более молодые, энергичные, образованные люди работать. Вот в возрасте между 35 и 60 лет. Даже можно сказать 50 лет. Совет, пожалуйста, совет можно сделать возрастной ценз 45+. И старше. Пусть вам будет даже 90, но, пожалуйста, в совете старейшин можете работать и давать свои советы, исходя из собственного опыта. Высшее образование, конечно, сегодня у нас является высшее образование не показателем образованности, но тем не менее
я хочу обратить ваше внимание, в Кыргызстане один только критерий остался, человек действительно ли учился или нет, это красный диплом. Остальные дипломы, скорее всего, могут быть куплены. Ну, конечно, если зарубежный MBA есть, это плюс 20 очков баллов.